захват сзади то же самое. Присели, удар, ногой, кисть пальцем. Делайте бросок. Сильный бросок. Правой ногой. Сильно? Сильно? Прямо по ноге пяткой? Алина! Вот здесь еще. Удар. Ему Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Федоров Арсен Владимирович. Я офицер-воспитатель и тренер по самой Якутской кадетской школы-интернат. А вот что ребята делают? Расскажите. Вот ребята, мои ученики, показывают основы рукопашного боя и самообороны. Ну, дело в том, что там же по самообороне очень много школ. А вот у вас какая общевойсковая или как это правильно? Я не знаю, как это называется сейчас. Но в основном у меня по самооборона. И мы чисто без оружия. Чисто, когда в нестандартных ситуациях включается на улице и куда-нибудь, и там делаем самооборону без оружия. Я знаю, что вы очень плотно сотрудничаете с парком «Моя история», да? И сегодня как бы хотелось бы вас поздравить с вашим профессиональным праздником. И узнать, насколько интересно вот здесь работать. Это все-таки в первую очередь парк, но тем не менее, какова его универсальность. Я знаю, что вы уже не первый раз демонстрируете умение рукопашного боя. Но у нас сотрудничество с музеем для нас очень надобно, потому что ребятам тоже надо узнать свою историю, потому что мы постоянно, как говорится, сюда приходим и демонстрируем всю нашу школу, как говорится. И вот я заметил все-таки выступление на сцене рукопашного боя в учебном классе, там, в спортзале это одно. А вот сегодня я смотрю, вы даже малышам демонстрируете, да? Человек сам ходит, Интересно вам и вашим ребятам. А то обычно, помню детство, мы все умеем и обычно опыт не перенимаем. А здесь я смотрю, они как преподаватели, да? Ага. Ну, они преподаватели и плюс спортсмены. Они выступают по самбо и других различных спортов, там ушу саньда, панкратион даже. И вот сейчас демонстрация идет, да? Это какие приемы? Ну, в основном захвата сзади и захвата. Можно с вашим примером? Да, конечно. Представьте, пожалуйста. Чуть отойдем. Я Конденко Вячеслав, вот мой друг Механов Будимир, ученики 9 класса Якутской школы-интернат. И мы учим урок самообороны. А вас? Механов Будимир Владимирович, 9 класс. У вас есть уже разряды, да? Спортивные? Первый юношеский. А? Первый юношеский. Это имеется в виду по какому виду спорта? Самбо. А кроме этого в кадетской школе что еще изучают? Вольная борьба, там стрельба из лука, бокс, шахматы. Да, шахматы. А вот хотелось бы узнать, вот сегодня ты здесь выступаешь не просто как курсант, а вроде преподавателя. Это у тебя первый раз? Да. И каково чувство вот этого преподавания? Вы своих руководителей теперь понимаете или нет? Да, понимаю. Насколько сложно для вас сегодня это было?
Можете вопрос повторить? Насколько это было сложно? Нет. Ну, мы там в нашей школе там прием отрабатываем, мы уже все знаем. Но на детей показывать это очень трудно. Они вот первый раз этот прием показывают из-за этого. С детьми работают. У вас вот все-таки я посмотрел, с девочками сложнее, чем с мальчиками. Сложнее. С девушками сложнее, чем мальчиком. Дорогие парни, я поздравляю с вашим профессиональным праздником. Я думаю, что это на всю жизнь. Желаю вам успехов и здоровья. А сейчас мы пройдем еще на одну интересную. Дельтапланом подойдем чуть позже. А сейчас... Мне кажется, вместе с родителями можно прийти и детям, да, вот, так сказать, родители вспомнят былое, например, расскажут своим детям из своего жизненного опыта. Ну, это как бы помимо школы, то есть это важно для семейных. А как же вам тогда синтез здесь и фотографии, здесь и для детей игры, здесь и сборка-разборка, мы еще поговорим о дельтаплане, я смотрю, поставили. Вот как родители вот это, можно сходить в музей Мамонта. Ну, сегодня особенный же день, вот сегодня День защитника Отечества, вот поэтому это важно для воспитания в детях чувства любви к родине, закрепления навыков этих полезных военно-патриотических, чтобы в будущем, если они пойдут служить в армию, это все пригодилось и принесло пользу. Спасибо, я вас поздравляю с праздником, тоже. Вас тоже поздравляю. Дорогие друзья, мы на время выключимся, сейчас пойдем на другую площадку и узнаем, что там происходит. Нет, ну, первый раз. Рисунок просто его не вырос. У него площадь большая. Вот. И вот так вот держишь и раздвигаешь. Ну и летаешь. Так же. Конечно. Сейчас стой, не уходи. Да, куплено на вас. Теперь пристегиваемся. Я его держать. Будешь все равно лететь? У тебя же скорость есть. Но ветер нужен только для того, чтобы... Якутский сейчас практически... Рядом с Якутском нету мест для полета. Ближайшая Минца — это горы напротив поселка Немигунцы. Где Немигунцы есть, там такие горы. И вот там оттуда, да? Ну, не сейчас, а вообще. Обычно первые полеты делают 8 марта. 8? Ну, во-первых, если будут уходить из дома, поскольку дельтапланисты — это в основном мужчина. Ну, а во-вторых, как традиция была заложена еще в 70-х годах, что первые полеты делаем 8 марта. Да. Кто желает одеть подвеску, повисеть под... А не подскажете, сколько стоит такой аппарат и нужно ли на него учиться специально этот иметь? Нет. Согласно воздушному кодексу, летательные аппараты массой без пилота до 110 килограммов, они не лицензионные и не сертифицированные. Поэтому можно летать, не опасаясь. Не надо проходить определенные где-то курсы, какие-то вещи, но все равно обучаться на нем надо. Просто оно сертификации не имеет. Весной открываться вот эти полеты. Будете нас возить, короче? В принципе, подготовка к полету начинается обычно с осени. Проходит определенный теоретический курс.
Потом с марта месяца начинается практический курс. Ну и в основные полеты вот апрель, май. Немигунцы, вас там увидеть, приехать, попробовать, хотя потрогать и посмотреть на вас. Ну, потрогать очень интересно. Просто я... Ну давай.